Многопрофильная инфекционная больница ковид-центра республики. Более 300 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус. Строжайшая изоляция и меры безопасности. Особо-то не напрягайтесь, потому что вы в зеленой зоне находитесь. Реанимация КРКБ разделена на две зоны. В зеленой безопасно, но тем не менее маска, перчатки, халат обязательны. Здесь работают врачи, в красной лежат пациенты. Вход посторонним запрещен. Вот тут у нас вход в сам пропускник, то есть это вход в красную зону. Там, где находятся пациенты. Значит, что из себя представляет сам пропускник? Это отдельная комната, где персонал снимает с себя халаты и в костюме перемещается в шлюз, там, где происходит переодевание в средства защиты. А когда все начиналось, ничего подобного в больнице не было. Про вирус толком не знали. Возможно, поэтому заразились и сами. Из чуть более 1000 сотрудников больницы 50 подхватили ковид. Это было в самом начале, то есть когда у нас еще не было эпидемии. То есть мы даже не знали, что это пациенты поступают с коронавирусом. Они поступали с другой основной патологией. Это были хирургические пациенты. И уже потом, когда это все выяснилось, мы все впервые столкнулись с такой ситуацией. И то, что еще наш стационар, он не инфекционный стационар. Конечно, было и страшно, и неизвестная инфекция. Как-то это все выстроилось. Коллектив, самое главное, что коллектив это все вынес нормально. И все были согласны работать, и работали, и работаем. В плотной маске и в тяжелом защитном костюме. После каждой смены словно выжатый лимон. Хочется домой к родным, но нельзя. Второй месяц медики живут в гостинице. Несмотря на эти выплаты, хочется, чтобы быстрее это все закончилось. И прийти работать в нормальном русле. 2 месяца не быть дома – это очень тяжело. Хотя и хорошие условия созданы, там гостиница Сыктывкар, но все равно. Вирус коварный сам не отступит, а еще постоянно мутирует. Вот поэтому так сложно подобрать вакцину. Вполне возможно вторая волна пандемии. И пока люди не начнут воспринимать ситуацию всерьез, работы у врачей меньше не станет. Глядя, как у нас народ соблюдает карантинные мероприятия, хотелось бы тоже отметить, что это не шутки. То есть действительно надо себя защищать. И с этим мы будем жить долго. Надо понять это, что никуда не денется. Пока вакцинация не появится. На сегодня в Коми республиканской клинической больнице 317 пациентов с подтвержденным диагнозом ковид или с подозрением на коронавирус. И каждый день из городов и районов республики сюда привозят все новых и новых пациентов. Алексей Корчма, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.